В культурно-благотворительном центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба собравшиеся делились своими воспоминаниями о начале Отечественной войны народа Абхазии. Кто-то из них тогда был школьником, студентом, а кто-то уже работал. Эсме Пиле в 1992 было всего 13 лет. Для подростка, оставшегося с сестрой у родственников в Акваске, последовавшие за 14 августа события стали сильным потрясением. Когда мы начали ощущать войну, это когда стали грабить наших соседей. Приезжали, мы выстрелы слышали, мы сразу все убегали в лес, то есть дома никто не оставался. Продолжалось это первые несколько дней. Первое такое впечатление яркое, которое осталось у меня в памяти, это первая бомбежка. Бомбили Ткварчели, а мы там, где мы жили в деревне, мы как раз находились на таком холме, у нас дом стоит на холме. И когда пролетали мимо вертолеты, бомбили Ткварчели, мы все это видели. Эсма со слезами на глазах вспоминает знакомых, оказавшихся в сбитом 14 декабря над Латой вертолете. Сама она лишь по счастливой случайности не оказалась там. Не дала себя уговорить лететь. И тем самым спасла сестру, маму и себя от неминуемой гибели. Этот день он остался для меня самым ужасным. Самый такой тяжелый, самый трагичный день вообще. И в этот день почему-то у меня было ощущение, что нет больше надежды на что-то хорошее. На наших глазах взлетели оба вертолета. И я помню семью, я, насколько знаю, это семья Цахнаки, как отец шел с коляской для младенцев, и был счастлив, что отправил свою семью. Собравшиеся в центре Зураба Ачба говорили о неоценимой помощи добровольцев. От слова «доброволец» веяло силой, которую почти физически ощущали те, кто произносил его, говорит Наала Шадания. Во время войны она была студенткой. Наала вспоминает, что, услышав по телевизору о начале войны, первой ее мыслью было: «Это неправда, этого не может быть». Никто не знал, что делать, еще никто никем не был защищен. Гвардейцы заезжали на своих машинах в любые дома. В тот момент они только грабили, еще не убивали в первые дни. Мирных жителей, естественно, кто не оказывал сопротивления. Мы, когда слышали шум машин, естественно, в сад куда-то бежали, прятались. 15 августа также является днем гибели одного из лидеров национально-освободительного движения Абхазии, известного абхазского политика Зураба Ачба, напомнила Далила Пиле. Он мечтал создать политический молодежный клуб, чтобы все могли прийти, высказать свое мнение, свое суждение, и за это никто никого не будет осуждать. То есть он мечтал видеть молодежь Абхазии свободными, растущими, образованными. И так родился после его гибели этот центр. Мы его называем домом молодежи, потому что к нам приходят и студенческая молодежь, и старшеклассники, и студенты колледжа, и молодые специалисты. Зураб Ачба был убит в Сухуме 15 августа 2000 года. Это преступление не раскрыто и по сей день. Амрамич Бастамургожба, Абхазское телевидение.